селе Сычква завершилось строительство теплицы для выращивания саженцев. Новые условия улучшат качество садового материала и повысят урожайность. Будем выращивать цитрусовые, то есть саженцы. Вот у нас теплица. На теплице было выделено 180 тысяч рублей, в которой мы должны реализовать по нашему проекту, по договору 5000 саженцев в год для сельскохозяйственных нужд. Это будут апельсины, лимоны и мандарины. 4 раза в год по проекту приезжают проверки, которые они уже смотрят, как мы реализуем, куда мы тратим деньги, какие у нас успехи. Если у нас где-то что-то не получается, то администрация Гагрского района предоставляет нам специалистов, которые нам помогают дальше, как мы будем двигаться по данному проекту и что нам надо в дальнейшем делать. Для семьи Мукба проект на строительство теплицы для саженцев стал вторым этапом в их деятельности. Первый проект, который они успешно реализовали благодаря администрации Гагрского района, связан с культивацией цитрусовых, в том числе мандариновых деревьев. На этот проект было выделено 380 тысяч рублей. Семья Кети из поселка Бзыпта получила одобрение проекта по птицеводству. Благодаря выделенным средствам в размере 350 тысяч рублей они смогли построить необходимое сооружение для разведения птиц. В прошлом году один из участников программы Тимур Квицыня решил высадить фруктовый сад в поселке Бзыпта. После одобрения его заявки он приобрел колышки, проволоку и саженцы, а также провел воду и кабельный полив. Помимо этого купил мотоблок, который оказался очень удобен для использования на участке. Ему было выделено 350 тысяч рублей. На данный момент 200 корней здесь всего. Я еще собираюсь добавить в этом году 150 корней сливы 3 видов ранних, и 50 корней персика, тоже раннего. Хочу поблагодарить глава администрации Гагрского района и ребята, которые способствуют всему этому. Здесь же реализуется еще один проект. Атгур-Гисба обратился в администрацию района с просьбой о содействии в ограждении земельного участка площадью 20 гектаров. Проект был утвержден. На его реализацию выделили 500 тысяч рублей. Участок Атгур-Гисба планирует использовать для сенокоса. Очищали поле от золотарника, технику пригоняли, и на остальное все у нас ограждение в основном заняло, и на работу какую-то оплачивали. Сами все не в силах было делать. Поле под сенокос у нас полностью закрыто. Дней через 10 где-то начнем уже первые плоды пожимать, как говорится. В прошлом году проект Максима Аджинджел по поддержке в приобретении необходимого оборудования для обслуживания мандариновых насаждений также получил одобрение. На его реализацию было выделено 297 тысяч рублей. Эти средства были направлены на покупку мотоблока, роторной косилки, электрического секатора, электрической мини-пилы и удобрений. Обратиться к администрации с благодарностью в том, что оказали помощь. Эта техника очень необходима для выращивания и реализации нашей продукции. В рамках программы уделяется внимание и развитию животноводства, что способствует разнообразию сельскохозяйственной деятельности в районе и создает дополнительные возможности для предпринимателей. В селе Алдза реализуется проект семьи Тырьгба. Им администрации района было выделено 600 тысяч рублей на приобретение крупного рогатого скота, а также частичный ремонт коровника. И семья Хутаба из поселка Бзыпта реализовала проект в сфере животноводства, получив 500 тысяч рублей на его развитие. Средства были направлены на выращивание и содержание баранов, телят и бычков. Даир Шамба из села Псахара давно планировал заняться сельским хозяйством, но только недавно услышал о возможности получения помощи от администрации района. Его проект включал разведение домашней птицы – гусей, уток, кур и цыплят. Проект был одобрен, и для реализации ему выделили 1 миллион рублей. На эти деньги он смог приобрести 2 инкубатора и 4 брудера. Сегодня у него около 250 цыплят и немало кур, гусей и уток. Условия ведения хозяйства хорошие, включая близость к реке, что позволяет задуматься о расширении, например, о содержании кроликов и пасеки. Услышал, что помощь уделяется, пришел в администрацию, зашел к Юрию Львовичу. Большое спасибо им. Сначала с курями разберусь, когда уже будет идти доход от них, потом дальше думаю тоже. Здесь можно держать барашек, можно держать. Есть желание такое, огромное желание есть. И возраст уже такой, надо для детей, для внуков, для внучек жить уже.
Георгий Оганян из поселка Цандрипш обратился в администрацию Гагарского района с проектом получения помощи в области пчеловодства. Ранее у него уже были пчелы, но из-за потери значительной их части он нуждался в возобновлении пасеки. Благодаря программе он получил помощь в размере 400 тысяч рублей. Спасибо администрации Гагарского района, что мне помогли. Я очень благодарен. Спасибо огромное. Благодаря вашему проекту мы свои мечты осуществили. Программа предлагает успешным участникам проектов возможность подавать заявки во второй и третий раз, чтобы они могли развивать новые направления в своей деятельности. Также участники районной программы могут претендовать на поддержку в рамках республиканской программы, а администрация готова всячески содействовать им в этом. Говоря о программе развития сельского хозяйства в Гагарском районе, хотелось бы отметить следующее. Программа стартовала в 2023 году. За 2 года работы было одобрено 45 заявок на общую сумму 20 миллионов рублей. Работа в этом направлении продолжается. Так, на первый этап 2025 года заложено 6 миллионов рублей, и первые 2 программы уже получили одобрение. Администрация района готова и дальше поддерживать развитие сельского хозяйства в районе. Это одно из основных направлений, которому уделяется особое внимание. Администрация Гагарского района делает все возможное, чтобы поддержать сельскохозяйственные проекты и тем самым способствовать улучшению уровня образования и знаний среди местных фермеров. Сария Кварацхеля, Тимур Кови, Абхазское телевидение.